Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга Уайт. Продолжаем с вами обсуждать новости уходящей недели. В одном из своих предыдущих видео я как-то вам рассказывала, что предыдущий президент Словении Борут Пахор выставил на аукцион свой старый автомобиль Renault 1991 года выпуска. Аукцион примерно длился 2 недели, и автомобиль был продан за 60 тысяч евро одной славянской семье. Все вырученные деньги пойдут на помощь больным раком детям. Интересно, что президент, хоть и бывший Словении, Борут Пахор, он ведет очень открытый образ жизни. У него есть свой Инстаграм, и он делится в Инстаграме событиями своей жизни. Недавно он лежал в больнице и перенес операцию на простату. И очень подробно делился своими эмоциями, своей подготовкой к операции, благодарил врачей и подробно рассказывал такие, можно сказать, потайные сферы своей жизни. Он не скрывает также свою семью, своих детей и ведет абсолютно свободный, доступный образ жизни. Его можно встретить спокойно в Любляне, в каком-нибудь ресторане или просто на улице. В соседней Хорватии, в городе Риека, была обнаружена мина времен Второй мировой войны. Мина была обнаружена в морской гавани. Долгие годы она лежала под илом, и поэтому ее не было видно. Видимо, сейчас как-то рассеялся ил на дне морском, и мина, не знаю, возможно, стала подниматься, и как-то ее обнаружили. Мина будет взорвана во второй половине марта. В день взрыва будет остановлено автомобильное, морское и воздушное движение. Также будут запрещены стоянки в центре города, а жители и все близлежащие предприятия и заводы будут эвакуированы. И вообще сейчас рассуждают о том, что, возможно, там на дне остаются еще какие-либо мины и, может быть, еще какие-то опасные такие взрывчатые объекты. Скорее всего, будут как-то исследовать это дно. Украинцам продлен временный статус защиты еще на 1 год. То есть их статус будет действительным до 24 февраля 2024 года. Украинцы имеют право на временное проживание, размещение, питание в центрах размещения, финансовую помощь, медицинское обслуживание, работу, образование, материальную помощь и воссоединение семьи. Сейчас примерно около 1000 украинских детей посещают славянские школы. Вот такие короткие новости у меня сегодня. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, оставлять свое мнение в комментариях, ставить лайки и до новых встреч. Пока-пока!